Материалы ролика представлены исключительно в ознакомительных целях. Автор ролика не побуждает к каким-либо противоправным деяниям. За все действия ответственность несете исключительно вы сами. Все материалы находятся в открытом доступе. Приятного просмотра! Всем здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня, как всегда, мы отвечаем на вранье чеченских лжеисториков, которые вот уже не первый раз пытаются искажать факты и переписать историю всего Кавказа под себя. На этот раз они дошли до абсурда, мол, ингуши не жили в башнях, а наши башни якобы фейковые. Но мы знаем правду, и мы сегодня это докажем с фактами, с источниками, с реальными свидетельствами. Так что устраивайтесь поудобнее, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, и поехали разносить очередную ложь от этих недоумков. Миф о Галгай как о жителей башен. Мы часто слышим на просторах интернет звонкие заявления представителей ингушского народа, начиная от научной, так сказать, элиты, и заканчивая простыми одурманенными ингушами. Что термин Галга означает житель башен, и что все башни на Кавказе — это наследие ингушей. Так ли это? Или башни на территории Ингушетии по сравнению с чеченскими — это всего лишь новодел, декорации, построенные с конца 17 по 20 века, исключительно в декоративных целях. Смотрим, что на этот счет говорят грузинские источники, и подтверждают сами же ингушские историки в кавычках. Итак, представляем вашему вниманию Кавказский этнографический сборник «Очерки этнографии Горной Ингушетии». Издательство Мицнереба, Тбилиси, 1968 год, советский грузинский этнограф, доктор исторических наук, Харадзе, Русудан Лукьяновна и Рабакидзе Алексей Иванович. Цитата. Как мы видим, так называемый историк в своем виде оперирует лишь одним источником, а все остальное – это просто набор голословных утверждений. Никакой опоры на факты, никакого анализа. Но мы с вами пойдем другим путем. Мы покажем реальные источники, проверенные данные и конкретные доказательства. Без воды, без фантазий, только честная история, основанная на фактах. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски, в которых мы продолжаем разоблачать мифы и возвращать правду на свое место. А мы начинаем. А теперь обратимся к источнику. История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII века, изданному в Москве в 1988 году издательством «Наука». Страница 262. Посмотрим, что там действительно написано. Сходство между ингушскими, чеченскими, хивсурскими и отчасти осетинскими боевыми башнями, очевидно, объясняется влиянием Ингушетии на своих ближайших соседей. Источник указывает, что боевые башни чеченцев, хивсуров и частично осетин имеют очевидное сходство с ингушскими, что, по мнению авторов, объясняется именно влиянием Ингушетии на соседние народы. То есть автор подчеркивает приоритет ингушской архитектурной традиции и ее влияние на военное строительство других кавказских народов. Теперь внимание, мы вам показываем еще документ, изданный еще в 1966 году под эгидой Министерства просвещения Чечено-Ингушской АССР. Здесь черным по белому написано «Наибольшая концентрация башен в Галгайче, Ингушетия». Ни в Чечне, ни в Осетии, ни в Хевсурете такого скопления башен никогда не было. Горная Ингушетия была родиной башенной культуры. Не просто участником, не просто строителем, а родиной. Идем дальше. Даже в районе Терека, в Ларсе, где сегодня выдают башни за чеченские, еще русские письменные источники указывали, что эти башни построены ингушами. По обоим берегам реки проживали ингуши. Боевые башни построены ингушскими мастерами. И знаете что? Даже чеченские предания это признают. Так что прежде чем открывать рот и позориться, изучите хотя бы собственные официальные документы. А мы продолжаем разоблачать эту чепуху, как всегда, с фактами на руках. Бруно Плёчке, немецкий этнограф, географ и путешественник, лично исследовавший Кавказ в 1918, 1920 и 1927-1928 годах. Его труд считается ценным полевым источником начала 20 века. Вот что он пишет. Оборонительные башни в Ингушетии и на юго-западе Чечни одного типа. Но при этом ингушские башни первичны, а чеченский район лишь маргинальная, периферийная зона распространения башенной культуры. Центр башенной культуры находится в Ингушетии. Даже западные ученые с полевой подготовкой еще в 1920-х годах признавали, что ингуши были ядром и родоначальниками башенной архитектурной традиции на Северном Кавказе, а чеченская территория лишь унаследовала ее влияние.
В этой работе известный советский исследователь Гольдштейн на основе полевых исследований и анализа архитектурных памятников делает ряд важных выводов. Географический центр башенной архитектуры – Ингушетия. Она расположена в центре ареала распространения башен с пирамидальными крышами и святилищ с характерными архитектурными чертами. Архитектура ингушских боевых башен отличается наибольшей художественной и конструктивной проработанностью. Их считают наиболее совершенными на всем Северном Кавказе. Архитектурные особенности ингушских башен: ступенчатая крыша, гурты, пирамидальное покрытие теряются по мере удаления от Ингушетии, как к востоку в Чечню, так и к западу в Осетию и Грузию. Есть свидетельства о работе ингушских зодчих в соседних регионах Северная Осетия, Чечня, Грузия, но нет ни одного подтверждения того, что в саму Ингушетию приглашались мастера извне. Делаем вывод: Ингушетия представлена в этом исследовании как ядро, из которого распространилась вайнахская башенная архитектура. Это еще одно авторитетное академическое подтверждение ведущей роли ингушей в формировании башенной культуры региона. А существовали ли вообще у чеченцев боевые башни как устойчивый элемент архитектурной традиции? Исторический источник дает на это прямой ответ. На занимаемых чеченцами местах встречается немало разнообразных каменных зданий, постройку которых нельзя приписать чеченцам, так как подобные предприятия были непосредством и умению их. Таковы каменные башни в 4-5 этажей, каменные склепы и прочее. Вывод: этот документ второй половины XIX века однозначно указывает: башни, которые сегодня демонстрируются как якобы чеченские, по происхождению к чеченцам не относятся. Они либо заимствованы, либо сохранились от предыдущих культурных слоев. Это важное свидетельство в контексте обсуждений о реальной родине вайнахской башенной культуры. И, как мы убедились, чеченские лжеисторики снова обделались на ровном месте. Они как попугаи твердят одну и ту же ложь, не имея ни одного авторитетного источника. А мы показали, и покажем еще больше, настоящие научные, академические и исторические труды, в которых черным по белому сказано: ингуши – родоначальники башенной культуры Кавказа. Хотите еще доказательств? Их у нас предостаточно. Башни – это наша история, наша кровь, наша гордость. А чужие сказки, повторенные 100 раз, правдой не станут. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, делитесь этим видео. Пусть правда звучит громче, чем кочевые сказки.